Коронавирус ворвался стремительно для большинства только в информационное пространство, а для пострадавших в их собственную жизнь или жизнь близких. Меры профилактики от COVID-19 такие же, как против гриппа, заявляют врачи. Есть краткая инструкция. Подробности в следующем сюжете. Медицинская маска, антисептик для рук, спиртовые салфетки. Вот такой он – базовый набор современного россиянина. По крайней мере, именно эти три предмета медики рекомендуют использовать в любом регионе. Коронавирус, как и другие любые вирусные заболевания, передается по воздуху, повреждая слизистую. Впрочем, защитить нос и рот медицинской маской не так-то просто. По крайней мере, в Ленске, Айхале и Мирном. Товар в местных аптеках раскупили, а вновь поступившие партии фармацевты едва успевают распечатать. Отчаиваться не стоит. В помощь марля, бинт и ножницы. Екатерине Замолиной, сотруднику банка, не до рукоделия. Девушка считает, обрабатывать руки специальным средством достаточно. Правда, процедуру нужно повторить минимум 5 раз. Особенно тем, кто контактирует с людьми. Я еще несколько раз за день обрабатываю телефон спиртовыми салфетками. Слышала, что это еще одна из мер профилактики. Это в первую очередь безопасность не только для меня, но и для моих близких. Руки мыть с мылом, нос по возможности тоже промыть. А выйдя из уборной, стараться не трогать лицо. Это рекомендация Роспотребнадзора. От кашляющих и чихающих врачи советуют держаться подальше, минимум на расстоянии метра. Чувствуете, что сами хотите чихнуть? Прикройтесь одноразовой салфеткой или изгибом локтя. Вот так. Походы в кино, театр, кафе или ночной клуб постарайтесь перенести на более благоприятное время. Дома тоже есть чем заняться. Почитайте книгу или посмотрите фильм. Если все же вынуждены отправиться в путешествие, особенно за границу, следуйте следующим рекомендациям. Те лица, которые прилетают из-за границы, в которых находились, есть коронавирусная инфекция, они должны поставить, во-первых, руководство свое в известность, да, и сами по прилету сразу, ввести свой личный карантин. То есть они должны поселиться в своей квартире, из квартиры не входить, по телефону, сообщить руководителю предприятия, чтобы он связался с нами, или взял телефон наш, или сам вышел на нас, мы уже расскажем ему дальнейшее его действие. Он должен связаться, если у него нет симптомов, да, он должен находиться 14 дней. Укрепляйте свой иммунитет. Для этого надо правильно питаться. Включить в рацион продукты, богатые белками. Сыр, яйца, говядина, рыба, арахис. Спите минимум 7 часов. Конечно же, сведите на нет вредные привычки. А главное помните, здоровье важнее всего. Купить его в аптеке точно не получится. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».